Предлагаем вашему вниманию обзор самых заметных событий. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Общая площадь лесных пожаров в Якутии продолжает расти. В селе Сватай обстановка стабилизировалась, но опасность сохраняется. 56 новых случаев коронавируса выявили в регионе за прошедшие сутки. Одна из главных задач – безопасно начать учебный год в школах. А эти школьницы, несмотря на юный возраст, уже получают признание в области журналистики. Наши мирнинские коллеги расскажут о девушках, победивших в дальневосточном конкурсе. В селе Сватай лесопожарная обстановка стабильная, ситуация находится под контролем. Угрозы населенному пункту нет. По информации оперштаба Среднеколымского УЛУСа, в настоящее время лесной пожар находится на расстоянии 1,5 километров от населенного пункта. Из Среднеколымска переброшена аэромобильная группа МЧС из села Аликокюэль. На помощь в тушении прибыли 20 бойцов. Также на месте работают местные силы и средства, всего 170 человек. Сейчас открытого горения не наблюдается, а группа приступила к тушению почвенного пожара. Напомним, накануне из-за сильного ветра верховой пожар прорвался через реку Алазея в сторону села Сватай. На ежедневном брифинге по эпидобстановке в республике глава региона остановился и на теме лесных пожаров, в частности на ситуации в Среднеколымском и Момском районах, где обстановка наиболее сложная. Вместе с тем у нас серьезная ситуация вокруг Аргахтаха, которая тоже находится на контроле и на которой тоже работают силы достаточно серьезные для тушения пожаров. В районе Аликокюэля есть пожар, который тоже представляет определенную опасность. Ну и, конечно же, по Сватаю тоже ситуация будет под постоянным контролем, и оперативные группы республики, МЧС по республике. По МОМе также есть определенные угрозы. Здесь тоже идет постоянная работа по локализации пожаров. Прямой сегодня угрозы населенным пунктам, такие как, например, Соболох, Хану, уже нету. Вместе с тем, еще раз говорю, что ситуация она очень опасная. И вот как вчера на примере Сватая было видно, любое ухудшение природных климатических условий способно привести к усилению пожарной безопасности. Кроме всего, по Среднеколымскому району действует всего 5 пожаров, из них локализован 1. И мы на выходных прогнозируем локализацию еще 2 пожаров. Между тем, общая площадь лесных пожаров в Якутии продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки она выросла на 150 гектаров. Зафиксированы 130 природных возгораний, возникли 12 новых пожаров, 4 ликвидировано. Борьбу с огнем ведут 850 человек и 160 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Аймиконском, Усть-Майском, Тампонском, Среднеколымском и Усть-Алданском районах. Задымление возможно в 2 десятках населенных пунктов на территории 6 улусов. 56 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за прошедшие сутки. Об этом также сообщил глава региона Эсен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации сегодня. 46 заболевших выявили в Якутске, в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском и Нюрбинском районах по 2 новых случая. В Татинском и Нерюнгринском районах по 1. В тяжелом состоянии находятся 39 человек, 10 тяжело больных подключены к аппаратам ИВЛ. Также Эсен Николаев рассказал о подготовке к началу учебного года. Работа уже началась. Школьники сядут за парты, как обычно, 1 сентября. В школах установят рециркуляторы и обеззараживатели воздуха, отметил глава республики. Конечно же, надо на местах органам муниципальных образований провести работу по подготовке помещений школ. То есть установление рециркуляторов, обеззараживателей воздуха – это тоже сегодня уже требование времени. Причем это, наверное, даже касается не только и сколько ковидной инфекции, но и в целом улучшения здоровья наших детей. Поэтому в этой части работа по республике сегодня идет. И также уже в ближайшее время начнется работа примерно через 2 недели по началу прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Это тоже абсолютно необходимо, потому что мы понимаем, что как раз возникновение таких ростов заболеванием тем же гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями, оно может привести к усилению так называемой 2-й волны пандемии коронавируса, которой сейчас весь мир очень боится и ждет. И судя по данным, в некоторых странах такая 2-я волна уже началась, поэтому здесь расслабляться нам никоим образом нельзя.
Вице-премьер правительства республики Ольга Балабкина сегодня совершила рабочую поездку по Южной Якутии. В Нерюнгринском районе она посетила учреждение здравоохранения и провела заседание оперативных штабов. Взрослая поликлиника Нерюнгри готовится к капитальному ремонту, а на базе районной больницы сформируют центр обследования жителей Южной Якутии. В скором времени завезут комплексное медицинское оборудование, позволяющее выполнять различные виды диагностики. Таким образом, медицинская помощь для жителей станет доступнее и качественнее. Обсуждая начало учебного года в Якутии, зампред правительства отметила, что решения по образовательным программам принимают сами на местах. В ближайшее время оперштаб рассмотрит варианты учебного процесса, подходящие эпидобстановке. Затем Ольга Балабкина прибыла в Валдан, где сразу же провела заседание местного штаба. Основной задачей на сегодня является организация процесса входа школьников в учебный процесс, сказала зампред правительства. Сегодня при прогнозировании санитарно-эпидемиологической ситуации нужно исходить из того, что на юг республики, в Ленском, Мирный, сегодня будут возвращаться люди с отпусков. Поэтому для того, чтобы определить комплекс мер, объединенных именно для того, чтобы не допустить распространения вируса в связи с новой приезжающей волной, которая в любом случае налагается уже на существующую ситуацию, сегодня на местах нужно провести этот комплекс мер. Наша задача сейчас решить 3 базовых проблемы. Это прежде всего начать плановую медицинскую помощь, которая была приостановлена, она сегодня важна. Вместе с ней параллельно начать диспансеризацию и начать непосредственно вакцинацию противогриппозную. Вакцинирование противогриппозное немного будем сдвигать по времени для того, чтобы это дело осуществить. В Якутске стая собак напала на ребенка. Мальчик примерно 6 лет пострадал от укусов в районе птицефабрики. В соцсетях распространяется информация о том, что собаки напали на ребенка во дворе дома. По словам жителей микрорайона, собаки живут под домами и представляют большую угрозу для детей. Также они сообщают, что неоднократно обращались к городским властям с этой проблемой. По данному факту Следственным отделом по городу Якутску Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут процессуальную оценку действию либо бездействию должностных лиц, отвечающих за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. С рабочим визитом Татинский район сегодня посетил исполняющий обязанности зампреда правительства Якутии Сергей Местников. В первой половине дня он работал в селе Баяга, где осмотрел места строительства важных объектов этнокультурного и спортивного комплексов, а также детского сада на 80 мест. Затем в селе Черкёх, на родине государственного деятеля и писателя Платона Аюнского, вице-премьер принял участие в открытии отреставрированной 8-гранной деревянной урасы. Этот уникальный объект Черкёхского этнографического музея 67 года постройки восстановлен бригадой дизайн-студии «Уран». Реставрация финансирована якутским отделением налоговой службы. А основной целью командировки стало обсуждение будущих игр «Манчары». Специально к этим спортивным состязаниям, которые пройдут в Татинском районе в 2025 году, построят ряд крупных социальных объектов. Данное мероприятие имеет не только спортивное значение, имеет огромное значение в целом жизни, социально-экономической жизни Татинского улуса, поскольку в течение 5 лет будет планироваться и застраиваться многие социально-культурные объекты. Вот сегодня мы начали эту работу, выехали в Татинский улус, побывали в селе Баяга, в селе Черкёх, Боробул и в КАИ. И по итогам мы подготовим свои предложения по улучшению материально-технической базы, по строительству объектов культуры, объектов образования, с тем, чтобы Татинский улус в 2025 году достойно встретил эти игры. Ленская нефтебаза выполнила план по приему и размещению нефтепродуктов на 80%. Сотрудники Саханефтегазсбыта работают в обычном режиме. На объекте главного поставщика нефтепродуктов для Западной Якутии побывал Роман Токмаков. Ленская нефтебаза обеспечивает нефтепродуктами весь западный регион республики. На карте северного завоза она стратегическая точка. В одном из крупнейших филиалов Саханефтегазсбыта принимают и хранят нефтепродукты для нужд предприятий всего алмазного региона. Основным клиентом остается компания «Алроса».
Водители компании доставляют летнее дизельное топливо собственными силами. В транспортировке задействованы наливы Мирнинского и Ленского автотранспортных предприятий. В среднем в месяц делаем 6 рейсов на север, то есть на Удачный, на Айхал. Помимо того, еще бывает пару рейсов в Мирный и Речпорт, если понадобится, в Речпорту работаем также. И перевозим за 2 месяца, допустим, если 6 рейсов, это получается где-то 230 тонн топлива. Вот с этой маленькой бочкой УСТ. Кроме алмазодобывающей компании, в числе клиентов нефтебазы другие предприятия-недропользователи. Наливы развозят топливо и ГСМ в самые разные точки региона. У коллектива нефтебазы горячая пора. План приема и размещения нефтепродуктов выполнен на 80,6%. Пандемия внесла корректировку в работу филиала, но обществом проведен ряд мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Нефтебаза работает в обычном режиме. Иначе здесь нельзя, ведь от поставок нефтепродуктов напрямую зависит не только промышленность региона, но и жизнедеятельность отдаленных населенных пунктов. Ленская нефтебаза обеспечивает нефтепродуктами АЗС города Ленска, районов Мирнинского района, КЗС поселка Оленек, Анабар, Желендинский район. Нефтепродукты доставляются полностью согласно объемов. Конечно, снижены были объемы намного, потому что реализация на заправках упала, согласно, так как был карантин. Несмотря на временное падение спроса на топливо, нефтебаза свои обязанности по поставке выполняет в полном объеме. Во время карантинных ограничений ни один клиент не испытал дефицита. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». В Якутии завершается пребывание всероссийской акции Минздрава страны «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2020». Она стартовала 26 июля из Камчатки и Калининграда. Продлится акция до 16 ноября. Мобильные пункты тестирования проследуют через 200 городов в 45 регионах. В нашей республике акция прошла в 3 населенных пунктах – Якутске, Алдане и Нерюнгри. Ее цель – информирование населения по вопросам СПИД, а также снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан. Все желающие могли сдать анализы в мобильных пунктах для тестирования. Это брендированные автомобили с широкой красной лентой. Сегодня провели церемонию, где подвели итоги работы в республике. Организаторам в знак участия передали флаг Якутии. Около 100 человек прошли тестирование в городе Нерюнгри, Алдане, и сегодня и завтра будет продолжаться тестирование в городе Якутске. Часто люди гуляют по городу, видят яркие автомобили брендированные, подходят, спрашивают, что у вас здесь происходит. Действительно, часто люди отказываются от тестирования, поскольку ВИЧ-инфекция такая тема табуированная, все еще остается. Достаточно сложно прийти людям, особенно в маленьких городах, на тестирование, но тем не менее, если сравнить с прошлыми годами, очень активно люди приходят на тестирование, узнавать свой ВИЧ-статус. Завтра, 8 августа, жители и гости нашей столицы могут бесплатно пройти экспресс-тест и узнать свой ВИЧ-статус. Для этого нужно прийти на Комсомольскую площадь с 12 до 18:00. Десятиклассницы Мирного блеснули знаниями в области журналистики. Девушки победили в дальневосточном конкурсе юных акул пера, преодолев серьезную конкуренцию. Подробности специального репортажа начинающих журналистов у Анны Брянской. А уже побывали этим летом на речке? Алина Лашко уже уверенно держится перед объективом камеры и бойко задает вопросы. А ее тезка, подруга Алина Нечаева, пишет тексты для сюжетов. Пока тандем школьниц работает под руководством своего наставника. Одним из главных событий для девочек этим летом стала победа в первом региональном дальневосточном конкурсе юных журналистов. Поучаствовать решили ради интереса. Было достаточно неожиданно, но... Хотя, нет, у меня все-таки закрадывались мысли о том, что будет хотя бы 2-е, 3-е место, но что 1-е было круто. В номинации «Лучший медиапроект на YouTube» девочки представили свои сюжеты и специальный репортаж. Несмотря на юный возраст, их не пугают серьезные и сложные темы. Юные журналистки готовы работать над любым материалом. И этому их учит редактор тематической службы телеканала «Алмазный край» Наталья Николаева. Именно она подготовила девочек к конкурсу.
Я бы не сказала, что это моя заслуга. Как говорится, в голову всего не вложишь, если эта голова принять не хочет. Самое главное – это желание детей. Я видела, что изначально это желание было, желание учиться. Конкурс проходил онлайн в программе Zoom. Номинация, в которой участвовали школьницы, собрала около 50 человек. Победители объявили в прямом эфире. Ну и первое место вручается медиапроекту «Панорама», средняя школа номер 7 из алмазной столицы, город Мирный, руководитель Николаева Наталья Васильевна. Девушки уже не первый год занимаются журналистикой, участвуют в семинарах и лекциях. На базе 7-й школы, где действует направление журналистики, девушки получают базовые знания, ведь уже сейчас определились с будущей профессией. Когда пришла на журналистику, думала вообще, что буду вообще дизайнером. И получилось так, что я очень быстро поменяла свое решение и хочу стать телеведущей. За победу школьницы получили диплом. Но, как признаются сами участницы, главное – наработать опыт и набить руку. Ведь стать акулами пера не так-то просто. Роман Муконин, Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.